В пансионате МГУ «Солнечный», расположенном на расстоянии 10 километров от города Пицунда, на стыке двух заповедников в экзотическом ущелье Ряпш на берегу моря, географический факультет МГУ имени Ломоносова кафедры геоморфологии и палеографии проводит экспедицию. Цель исследований – понять, как возникла сегодняшняя Абхазия, как менялись природные условия и как ведет себя Черноморское побережье последние несколько лет. Ну вот известно, что осенью прошли катастрофические дожди. Одна из целей экспедиции – это зафиксировать, объяснить и прогнозировать дальнейшие катастрофические процессы, которые происходят в зоне побережья. Это одна только цель. Вторая цель экспедиции, и это в течение нескольких наших приездов она все время развивается, это жизнь берега. А берег, как известно, это главный рекреационный туристический ресурс для Абхазии. Еще одни обстоятельства, которые нас заставили сюда приехать и чем мы занимаемся, это создание карт, геоморфологических карт природных процессов, потому что, имея на руках документы, с этими картами можно выходить в мир и популяризировать эту географию, переводя язык специальных карт на язык общепонятный для обывателя, туриста, потому что многие объекты Абхазии, Рица, долины, побережья нуждаются в объяснении. Географический факультет МГУ уже 2 года проводит такие работы в Абхазии. Сюда приезжали студенты, аспиранты и выпускники кафедры. И вот они снова здесь, но команда увеличилась в 2 раза. На местах работают одновременно 60 специалистов. Из них группа преподавателей, научных сотрудников Московского университета, несколько докторов наук, специалистов в разных направлениях, что очень важно, отметил Андрей Бредихин. Здесь, на территории Абхазии, мы воспитываем студентов. И это воспитание студентов, некоторые уже вполне сложившиеся ученые, вот здесь рядом на пляже находятся там выпускники уже кафедры, магистры, которые почти состоялись как молодые исследователи, но среди нашего коллектива много молодежи, совсем юных географов первого курса. Здесь они получают первое знакомство с экспедиционными исследованиями. Взаимовыручка, товарищество, понимание природы. Вот эти задачи мы здесь тоже самое решаем. Но что самое главное, я считаю, земля Абхазии, люди, которые нам помогают, сотрудники пансионата Солнечного, этой базы, которую мы используем уже не первый раз, работники Института экологии, мы находим общий язык. Мы находим общий язык научный и человеческий. Алексей Котенков, студент 2-го курса магистратуры географического факультета МГУ. В рамках экспедиции группа Алексея занимается петрографическим анализом галечного материала. Суть данной работы заключается в том, что они разбивают гальку, отобранную в разрезах рыхлых отложений, определяя ее различные параметры. В том числе основная задача наша – это определить именно состав, какая это порода и какими минералами, из чего она состоит. У нас есть разные бригады, которые занимаются галечным анализом, то есть мы меняемся постоянно, дополняем друг друга. Графики будут построены первые здесь, но основной анализ будет проведен уже в Москве, соответственно, вот, и тогда уже через пару месяцев условно можно будет говорить о первичных результатах проделанного анализа. МГУ и ЯГУ тесно сотрудничают уже много лет, а 25 января был подписан договор об открытии Центра науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова в АГУ. Между Абхазским государственным университетом и Московским государственным университетом сложилось многолетнее тесное сотрудничество. И особенно это проявлялось между биолого-географическим факультетом АГУ и географическим факультетом МГУ. Географический факультет МГУ оказывает всестороннюю поддержку нашим сотрудникам, коллегам, которые
обучались в аспирантуре МГУ. Работы ведутся уже 2 недели. Участники экспедиции отмечали, что исследования будут бесспорно продолжены и в будущем, так как стоят обширные цели. Ведь Абхазия занимает удивительное природное положение, которое нужно изучать каждый день. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.